Почему мы здесь? Хочу напомнить нашим телезрителям христианскую историю абхазского народа. Уже в 40-е годы среди жителей Древней Пицунды проповедовал Андрей Первозванный. Аббасская церковь обогрена кровью Симона Канонита. Уже одно то, что его могила находится на территории Абхазии, дает нам право, дает достойное место нашей церкви в семье православных церквей. В Абхазии почитались мученики Орентий, Лангин, Федор Тирон, мученик Василиск. Свою последнюю божественную литургию прочитал Иоанн Златоуст в Абхазии, в Каманах. Святыми считались и первые епископы Абхазии – Сафроний и Стратофил. Стратофил вообще является первым участником Первого Вселенского собора в 325 году. Святой Анастасий, ученик отца церкви Максима Исповедника, писал об Абхазии как о стране христолюбивых абазгов. И самое главное, Абхазия является первым уделом Божьей Матери на земле. Все паломники Иерусалима, и наша группа в том числе, идут поклониться гробу Господню. Это место – мечта и чаяние всех христиан мира. Храмовый комплекс потрясает своим величием и древностью. Он разделен между 6 конфессиями христианской церкви – греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской. Иногда между ними случаются конфликты. На фасаде храма находится деревянная лестница. Она стоит уже там много веков. По ней в свое время поднимались монахи. Сейчас она не используется, но ее никто не убирает. Лесенка – свидетельство неукоснительного соблюдения древних традиций и соглашение о том, что ни один элемент храма не может быть изменен без единогласного решения. Храм покрывает все святые места этой горы – распятие, помазание, погребение. Пройдя рассеченную колонну, мы заходим вовнутрь, поднимаемся по лестнице на Голгофу. Здесь под стеклом видно место распятия. Это страшное место по своей сути. После смерти тела Иисуса было снято с креста Иосифом и Никодимом. На камне помазания они положили его, умастив тело миром и алоэ. И вот мы уже подошли к Кувуклии, гробу Господню. Здесь не разговаривают и только молятся. Это место – наша надежда, наше обетование, ибо здесь произошло воскресение Христово. В духовной литературе написано, что человек может быть неверующим только до своей смерти. После смерти все становятся верующими, потому что убеждаются, что жизнь продолжается и после смерти. И всего-то нужно жить по заповедям Господним. А они у нас прописаны в нашем кодексе Апсуара. Живи честно, люби ближнего, береги природу. Народ, который забывает это, исчезает с лица земли, и примеров предостаточно. Итак, мы на земле обетованной. Мы молимся и вас призываем на Страстной Седмице молиться и приготовиться к празднику Воскресения Христова. Манана Кокускир, Эльдар Дамиров, Иерусалим, Абхазия.